4 до 10 увеличилось количество номинаций в республиканском конкурсе «Налогоплательщик года». Обсудим эту особенность, а также другие вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Дилара Гундорова, руководитель информационно-аналитического центра Республики Башкортостан. Дилара Згуановна, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую всех зрителей канала БСТ. Итак, вот одна особенность: увеличили количество номинаций. С чем это связано и какие еще есть особенности? Третий год идет конкурс, проба пера уже, так скажем, проведена. И самое главное изменение — это то, что мы поняли, мы хотим, чтобы все присутствовали в этом конкурсе. И в этом году такая вот беспрецедентная мера. Абсолютно все виды АКВЭД включены в состав конкурса. То есть это и строительство, и сельское хозяйство, и даже айтишники могут принять участие в нашем конкурсе. Поэтому это 10 номинаций. Это 4 группы налогоплательщиков: крупные, средние, малые предприятия. И вот такая тоже достаточно новелла имеется у нас — индивидуальные предприниматели. 3 места: первое, второе, третье. Все однозначно получат дипломы. То есть мы имеем где-то в среднем 120 победителей конкурса «Налогоплательщик года» в 2021 году. Вот это, пожалуй, самые главные изменения. То есть широчайший круг должен быть представлен, как мы считаем. Какой эффект ожидаете получить от этих новаций? Для нас очень главный следующий фактор – это, во-первых, познакомиться, потому что люди платят налоги, предприятия платят налоги, фактически содержат нас, бюджетную сферу, те социальные проекты, которые реализует республика, и мы не знаем своих героев. Республика просто должна знать своих героев, и, соответственно, предприятия и организации должны понимать, что их видят, слушают их проблемы. В момент, собственно, вручения конкурса, он у нас проходит достаточно торжественно. Очень любит этот конкурс и премьер-министр, и глава Республики Башкортостан. И в этот момент вручения состоится, так скажем, важный диалог, когда мы слышим эти просьбы, каждая организация, мало ли что-то не устраивает. И самое главное, что эти просьбы отрабатываются. Потом, в дальнейшем, я так понимаю, это положительно влияет на хозяйственную деятельность предприятий. До 31 июля 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе «Налогоплательщик года». Да? Вообще, насколько сложная сама процедура подачи заявки? И на сегодня сколько желающих принять участие уже есть? Процедура подачи заявки максимально простая. То есть мы еще в этом году ведь на месяц увеличили срок подачи заявок. Вот теперь до 1 августа мы, уважаемые наши организации, налогоплательщики, приглашаем вас к нам в ГКУ информационно-аналитический центр. По крупному счету, с вас первое: надо подать саму заявку. Достаточно простая форма, представлена на сайте ГКУ информационно-аналитический центр, на сайте Министерства финансов. И опять же, это не секретный документ, постановление правительства Республики Башкортостан, указ главы, регламентирующие документы, в которых это также приложение имеется. Отправляйте к нам любым видом, способом: почта, скажем так, прямое обращение в ГКУ, то есть можете прийти пешком, можете отправить на электронный ящик. Телефон, то есть созвониться, как правильно заполнить. Это первое. А дальше идут прилагаемые документы. Это, собственно, первая: справка о составе уплаченных налогов, справка об отсутствии задолженности, подтверждение вида экономической деятельности. Для нас важен такой документ — это среднесписочная численность, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, отраженные в бухгалтерской отчетности. Весь тот стандартный пакет бухгалтерских документов, который вы и так сдаете в налоговую инспекцию ежегодно, вы его сдаете. Ну, еще один такой маленький дополнительный документ — это некая пояснительная записка, где вы рассказываете все то важное, что вы сделали за год, заполняется в произвольной форме. Таким образом мы узнаем о вас еще больше. Вот. По каким критериям будет определяться победитель, и вот наличие социальной политики у организации влияет ли на результат? Конечно, влияет. Вот это как раз доп. Справка, которая говорит о том, что какие благотворительные, мало ли, мероприятия были проведены организацией. Может быть, важное участие в инфраструктурных и инвестиционных проектах эта организация принимает, количество объектов каких-либо построенных. Все это важно, и оно влияет на бальную оценку. Собственно, это достаточно непростая методика, более 10 различных показателей, разный вес бальный. Мы оцениваем. Вот как раз техническую подготовку конкурса осуществляет ГКУ. И поэтому, ну, скажем так, еще на этапе подачи заявки мы можем подсказать, как правильно ее подать. Не боимся, звоним. И дальше уже до 1 октября
Министерство финансов, как основной, скажем так, учредитель конкурса, проводит межведомственную комиссию по доходам под председательством премьер-министра, и комиссия определяет и закрепляет результаты конкурса. А дальше все публикуется в распоряжении правительства Республики Башкортостан. Еще раз, публичный документ, где вы видите, кто победил на данном конкурсе. После победы, собственно, наступает самое важное, вот эта торжественная процедура вручения. Ну и самое приятное. Но если немного отвлечься от темы, то насколько активно принимают участие налогоплательщики Башкортостана, да, в социальной политике, в реализации социальных проектов, благотворительных? Подсказать, если кто-то еще, может быть, планирует себе такое, да, где они могут участвовать? И можно ли это участвовать совместно с государством, с республикой? Конечно, у нас же ведь есть различные формы участия так называемых частно-государственного партнерства. Очень приветствуется и локальная политика. Наши органы местного самоуправления, с которыми мы сотрудничаем, по крупному счету, они основные, скажем так, потребители, да, вот этих социальных пакетов, которые могут предложить те или иные организации. Все это влияет на оценку в конкурсе. То есть у нас предприятия энергетики, участие в программах, инвестпрограммах, которые реализует Министерство промышленности. Это Министерство сельского хозяйства, да, которое реализует достаточно много мер господдержки и, соответственно, эффект социальный, который. Это часть строительных объектов, которые так или иначе возьмут под известные программы благоустройства территории. Все эти моменты в пояснительной записке отражаются, и для нас очень важно, потому что вот этот общий эффект значимости вклада в нашу, еще раз говорю, общую миссию содержания республики, наших образовательных, социальных, жилищных проектов. Вклад каждого для нас, естественно, самое главное. Дилара Зукановна, в 2019 году в республике ввели новый стандарт налоговой открытости ответственных налогоплательщиков. Да, сколько в нем участвуют сейчас и как вы оцениваете эту практику? А вот тут самое интересное. Стандарт налоговой открытости принят одновременно с указом о учреждении конкурса «Налогоплательщик года». Два взаимоподдерживающих друг друга документов. Кстати, участие в стандарте дает дополнительные баллы к конкурсу, поэтому мы активно приглашаем. И так уж повелось, сколько людей принимает в конкурсе, столько же людей включено в стандарт, потому что всем охота получить эту такую маленькую преференцию в конкурсе. Секрета нет, в первый год приняло участие достаточно мало организаций в связи с малой освещенностью, и мы пробовали этот формат, чуть более 20 организаций. Вот в прошлом году уже более 70 организаций приняло участие. В этом году ждем наплыв, у нас более 30 с лишним заявок уже. Сегодня активные звонки. В течение недели-двух мы, наверное, все-таки доведем уже до 100. Но, тем не менее, призовых мест много. Вот здесь самое главное, налогоплательщики. Что я хочу сказать? Не боимся участвовать. Почему? Для нас ведь не важно, кто сколько заплатил. Нет этого критерия. Для нас очень важен уровень налоговой культуры. Что измеряет конкурс? Насколько вы чисто ведете свою налоговую и бухгалтерскую отчетность? Насколько вы добросовестны перед своими работниками, потому что насколько вы, извиняюсь, не в серую, а в белую выплачиваете эту зарплату, насколько вы держите вот эти средние пропорции по Республике Башкортостан и в среднем по России в отношении, скажем так, правильности исчисления уплаты налогов, и требования не драконовские. Поэтому у нас побеждают парикмахерские, бывают не проходят крупнейшие организации, потому что, есть штрафы, все. Но положительное влияние конкурса мы оцениваем в каком ключе? У нас есть любимое предприятие «Башкиравтодор», которое у нас 2 года слетало еще на стадии подачи заявок. И просто из-за наличия задолженности многофилиальная структура. Всяко бывает в каком-нибудь филиале нарушение. И мы думали, в этом году они идут на конкурс, опять будет этот маленький минус. Нет. Очень приятно. Они говорят, мы исправили ситуацию, все задолженности погашены. И это аккуратное влияние конкурса именно на налоговую культуру предприятия очень важно для нас. А стандарт, сразу подчеркиваю, это ежегодная процедура. Вы входите в него ровно на 1 год. Ничего страшного нет. Таким образом, вы открываетесь перед Республикой Башкортостан. Фактически декларируете, мне нечего скрывать.
И вот здесь очень ключевой момент, вы тем самым подчеркиваете некую добросовестность. Хочу открыть секрет. ГКУ информационно-аналитический центр, как ранее организация, в общем-то, и учрежденная Министерством финансов Республики Башкортостан, а сегодня мы уже подведомственное учреждение Министерства земельно-имущественных отношений, занимается такой не очень публичной работой, скажем так, полусекретно. Мы проверяем всех получателей бюджетных средств, контрактеров республики на так называемую добросовестность. И вот самое смешное, что вот эта методика проверки добросовестности, она практически совпадает с вот этой методикой оценки участия в конкурсе налогоплательщик года. И таким образом, это вот, как сегодня модно говорить, ковидный паспорт, да, то есть сертификат вот этой добросовестности, вы фактически через участие в этом конкурсе получаете. Вы таким образом понимаете, что государстве вы не числитесь ни в каких черных списках, неблагожелательных партнеров, вы становитесь тем самым чистым партнером. А для нас важно что? Что и ваши бизнес-партнеры понимают, что с вами можно иметь дело, что нет претензий со стороны государства. В наше время, когда все так сомневаются друг в друге, по-моему, это тоже немаловажно. Ну, репутация дорогого стоит. Репутация дорогого строит. Объясню почему. Есть у нас второе любимое предприятие, кстати, в прошлом году заняли первое место. И было очень приятно, когда учредители, кстати, не местные, наши столичные друзья, обратились к нам уже по итогам конкурса, а имеем ли мы право разместить эмблему конкурса, статуэтку конкурса у себя на продукции. Оказалось, для столичных людей важно вот этот маркетинговый ход, показать своим потребителям продукции, что мы добросовестные налогоплательщики. Тем более у нас такой интересный, скажем так, разработанный нами символ выбран в качестве, скажем так, олицетворение конкурса. Он, кстати, из ГКУ, с брендом ГКУ пересекается. Это вот по мотивам эпоса «Урал-Батыр» Хуммай. Мы ее, как говорим, принцип справедливости, тем самым мы передаем через эту эмблему. Поэтому все, кто присоединился к этому конкурсу и к стандарту, они фактически за справедливость, вот пускай так. Но самое главное сейчас дождаться результатов, тоже очень интересно. Спасибо большое. Спасибо огромное, очень приятно. Ждем всех на конкурсе, уважаемые налогоплательщики. Для нас это очень важно. Очень важно с вами познакомиться. Телефоны все размещены, ждем у себя. Мне очень приятно. Спасибо большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была руководитель информационно-аналитического центра Республики Башкортостан Дилара Гундорова. И мы говорили о конкурсе «Налогоплательщик года».